Здравствуйте, Геннадий Алексеевич. Сегодня по итогам одного года вы сказали, будет выставка, да? Да. Сейчас коротко можете, да, рассказать? Вот у нас в ДОЦе персональная выставка детей, наших учащихся. Вот я вам объясню работы старших девочек. Одна девочка, Айбеге Бектимирова. И вот Максатова Раяна. Она занимается у меня уже 4 года, рисует, лепит. Прекрасные работы. Прям рисует очень хорошо. А также начинающие дети с пластилина вот лепят работы. Вот они по возрастанию. И это 11 лет, тоже талантливая девочка, Талаин. А у вас возрастных ограничений нету, да? Нет. С какого возраста можно приходить уже? Ну вот этот мальчик с 6 лет у меня занимался. Маратова Алтынай 4 года занимается, вот она. Ислам вот 2 месяца только занимается, талантливый, лепит хорошо. Аделина у меня год только занимается. Фатима 2 года занимается. За 2 года такие классные результаты. Да. Амина 2 года. Аделя тоже 2 года занимается. Результат очень хороший. А вот получается, как вот это все делается? Например, ребенок лепит, потом дальше какой процесс идет? Я готовлю глину. И непростая глина. Она должна быть жирность своеобразная. Эту глину процеживаю в жидкое состояние, ввожу, потом процеживаю, как жидкая сметана. Отстаиваю, воду сливаю несколько раз, в несколько этапов. Затем сгущаю на гипсе, гипсовая платформа, наливаю ее туда, и гипс забирает в себя влагу, и получается пластическая масса. Это тоже такой процесс, оказывается, да? Да, это сложный процесс, долгий, не быстро делается. А вот после того, как, вот, например, дети вот так изначально, да, сделали, а потом уже вы делаете? А затем просушка и обжиг в печи. При 900 тысяч градусов обжигается данная работа. Вот такие, да? После остывания преобразует терракотовый цвет. Терракотовый цвет. После того только красят. Это называется терракота. Поэтому многие называют терракотовый цвет. Терракота это в переводе обожженная глина. А после уже так красят, да, уже дети? Да, потом дети акриловыми красками раскрашивают, получаются вот такие нарядные, красивые работы. А вот изначально, когда девочек отдавали в кружок, мы думали, что у вас есть гончарный круг. Ну, гончарного круга у нас мы не в состоянии приобрести. Вот. Нам не выделяют деньги администрации, чтобы на покупку этих гончарных кругов. Ну, хорошо было, да? Вот, например, да, хорошо бы через мэрию обратиться, чтобы они помогли, оказали помощь. Хотя бы 2 круга, чтобы дети вдвоем пришли и занимались, делали посуду, вазы, кувшины и прочие атрибуты. А в группе сколько детей? Ну, в группе числится 30 человек, а ходят, ну, с утра и после обеда, ну, в общем, где-то 15-16 человек. 16 человек. Ну, наши девочки с удовольствием ходят, они прям не пропускают, стараются не пропускать. И вот дочка тоже начала рисовать.
Ну, это уже такие работы, да? Прям. За ИЗО. Уже они, вот девочка IBG, она изучала полностью человека, пропорции. И вот результат она уже изобразила Нефертити. Классно. Прям картина такая. Классно.